Салям алейкум, доброго вечера. В эфире Prime на телеканале АТР в не совсем обычное время, в не совсем обычном телемарафоне Save АТР, который длится уже, не знаю сколько, по-моему, 2 месяца. Вот. И к нам все это время приходят и включаются в эфир лучшие люди этой страны, которым я страшно за все это признателен, за поддержку, за понимание ситуации, за отношение к крымским татарам и к нашему телеканалу. Я благодарю также отдельно всех, кто смотрит нас, кто помогает нам донатами, кто подписывается на Patreon канала АТР. Вы помогаете, именно вы, вещать нам сейчас, когда наше государство, собственно, заблокировало нам финансовую поддержку, предусмотренную в бюджете. Вот. Я не знаю, чем все это закончится, но я вам обещаю, что мы приложим все усилия, чтобы экран АТР в домах крымских татар и других патриотов Украины в Крыму не погас. Вот. А представить вам сегодняшнего гостя я могу очень быстро, потому что я думаю, что его все знают. Это Роман Цымбалюк. Здравствуйте. Такой красавчик приехал к нам. И как вы думаете, откуда? Да, из города, я прошу прощения, Москвы. Вот, приехал, где Рома работает. Если кто-то опять не знает вдруг, Роман, сколько лет работаешь в Москве, скажи? Скоро 13. 13, да? Хватит уже. Ну вот, значит, 13 лет Роман работает на агентстве Унианы, и, кроме того, он стал величайшим ютубовским блогером, самым трезвым по части российской политики. И поэтому мы Рому будем пытать про то, что там в России происходит, потому что тут многие тоже не понимают, многим не до этого, многие забыли, что у нас война. Ну, тут как-то все, знаешь, как всегда у нас, да. Вот она, жизнь-то мирная, она такая, но у нас люди не в мирной жизни находятся, на оккупированной территории, у них свое видение этого всего, свои эмоции. И с оккупированной, и с неоккупированной территории можно звонить в эфир телеканала АТР по телефонам и вайберу, который вы сейчас видите на экране. Вот. Ну и также по скайпу можно включаться и тоже задавать вопросы. Я уверен, что у вас полным-полно вопросов может быть к Роману Цымбалюку. Только не стесняйтесь. И Роман на них обязательно ответит. Я обожаю сам с ним общаться и переспрашивать, если чего-то не понимаю. А не понимаю я в России все больше и больше. Вот. А он вот все больше и больше становится хозяином каких-то тайных знаний вот, про это сообщество. Вот скажи мне, там же Жириновский обещал нас уничтожить позавчера, да? Как-то мы не все в курсе, что у нас уже нет. Ну, с одной стороны, это заявление не первое. Там же время от времени они как бы не могут разобраться. Мы все каратели или братья. Да. Вот. И в процессе вот этих вот метаний и внутренних дискуссий иногда возникает идея не то маленькую, не то большую бомбу кинуть ядерную. Ну, чтобы уже Киев. не усложнять вопрос, чтобы просто Да, нет человека, нет проблем. Разобраться, да. И вот сейчас из последнего, что российская пропаганда из всех утюгов нагнетают, что вот Украина должна обязательно напасть на мирных жителей Донбасса. А так вот так, да? В военной форме. И это сделать обязательно Зеленский по указке, кого? Убийцы Байдена. И это даст основания для того, чтобы нанести ракетно-бомбовые удары по всей территории Украины за пределами линии соприкосновения, и будет это касаться военных объектов, инфраструктуры, то есть мостов, я не знаю, больниц, в принципе. А ты ничего не придумаешь, как шизофренически звучит? Почему? Как бы это правда несерьезно вот это все обсуждают, они спокойно об этом говорят. Вот, ты знаешь, что меня особо как бы удивляет, что у них давно нету как бы эмпатии. То есть у них вот, если мы берем Жириновского, вот у него часовой эфир, например. Они там немножко говорят о нас, как они нас будут убивать, чтобы защитить. То есть сначала прилетят ракеты, а потом приедут русские санитарные поезда нас спасать. То есть, а потом, после этого они там могут обсуждать какую-то там проблему в Туле. То есть через запятую, без того, чтобы выдохнуть или вдохнуть. Пока вот такой расклад. Вообще, я вот тут наконец-то осознал, что российские новости, они сюда намного медленнее доходят, или в принципе часто не доходят. А сейчас еще проблемы появились из-за того, что ретрансляторы немножко, так сказать, гикнулись чуть-чуть, вот втроем, вернее вдвоем.
Я имею в Вот. виду неузваные Да. студенты. И здесь реально совсем своя информационная повестка. И когда ты ходишь по Киеву, то высказывания этих людей, они звучат, ну, может быть, дико, может быть, абсурдно. Просто нужно понимать, что, да, сейчас это больше похоже на такой пропагандистский накал. Они, ну, очевидно, пытаются Зеленского тем самым запугать, чтобы он там, я не знаю, Ну, может, и Байдена, кстати. может быть и Байдена, а может быть и вместе, для того, чтобы как бы показать, что Россия очень великая. Ну, кстати, насчет этого же Жириновского, чтобы ты понимал, бомбить Украину, как он, логический ряд людей, и он очень свойственный россиянам в принципе. Просто Жириновский, он в данном случае такой, знаешь, эталонный, сказочный человек, то есть с богатым сказочным опытом. Вопрос звучит: ну и что вы скажете по поводу тезиса Байдена «Путин убийца»? Он говорит, что, боже мой, как это можно оскорблять президента независимого государства? А следующий тезис о том, что, ну раз они так называют, то мы будем бомбить Украину. И вот этот вот логический ряд, я его наблюдаю с 1 марта 2014 года, когда Совет Федерации под предводительством Матвиенко принял решение о вводе войск в Украину. Слушай, а почему, скажи мне, вот, кстати, зачем они его принимали, если они потом год ровно до твоего вопроса не признавали свои войска в Крыму, и еще год, по-моему, до сих пор не признают свои войска в Донбассе. Хотя они там, ну, опять Путин проговорился, опять же ты задал вопрос про Донбасс же, да? Спустя год или два было. Он опять проговорился на вот эти два вопроса, то есть, а дальше, то есть на что брал Путин их разрешение, если их там нет? Зачем это было все устроено? Насколько я понимаю, они рассматривали в тот Разные момент разные варианты, то есть и выбирали схемы. Ведь сначала была история про их там нетов в Крыму. Мы же помним, что российская армия только без знаков отличия. Вот они сейчас визжат, как настоящие русские патриоты, что Крым наш. Они говорят о том, что в эфирах обсуждают, ну уже все же видели, как российская армия воюет в Крыму в 2014 году. То есть вот эти вот тезисы, они же звучат, вот, ну, они абсолютно прямые. И когда ты задаешь вопрос, почему, ну, ведь вопрос войны и мира, он такой же многослойный, там всегда масса противоречий, кто-то грозит санкциями, кто-то грозит там исключением с большой восьмерки, и тогда кажется, что это важно. Спустя 7 лет, или ты думаешь, боже, какая глупость. Вот. И всегда идет вот этот, знаешь, как пазл, он собирается, и тут нужно понимать, что то, что они предлагают, как это обосновывают, ну, там, в юридическом или полуюридическом или в пропагандистском смысле, оно никоим образом не зависит от того, как они действуют на земле. А действуют на земле они одинаково. Они действовали на земле в Крыму. Эти же люди после Крыма поехали на Донбасс. В те же фамилии, те же российские десантники, те же ноги, ну, со всеми вытекающими... Но понятно, что они хотели, конечно, больше территорий. И, наверное, вот этот не указ, этот, как это, ну, то, что Совет их Федерации проголосовал, был рассчитан на то, что когда уже будет такое вторжение, что скрывать участие войск будет даже, ну, просто, ну, совсем невозможно, да, то сказать, ну, вот у нас есть тут индульгенция, мы сами себе разрешили. Но просто не получилось, и такого, они ограничились тем, что смогли. Да, и начали врать. То есть, говорю, вот этот пазл тогда складывался очень из многих факторов. Например, в это же время накануне был подписан Виктором Януковичем документ на имя Путина о вводе войск Российской Федерации в Украину. Об этом, кстати, отвечая опять же на мой вопрос, лично сам сказал Виктор Федорович. Он сказал, ну да, я подписал. Ну, для стабилизации. Это была бы полицейская миссия. Вот сейчас, кстати, такая опция предлагается, я так понимаю, белорусам. Ну, опять же, вот в каких-то таких же аналогиях. Ну, они страны Балтии спасали так перед войной. Ну, они же освободили войска. А это, слушай, это же история, кстати, даже вот если мы говорим о терминологии, то, что было создано по результатам Молотова-Риббентропа, это же как советские республики. Вот. Да. И сейчас мы имеем Республика Крым и
два народа, очень редких народа. Это есть такие, знаешь, Луганчане да, они и редкие, и да, дончане. их язык ни на кого не похож. Это, знаешь, вот есть такие племена пигмеев, которые живут особенно далеко в лесах, и их не понимают даже свои, вот, ну, ближайшие родственники, и они друг друга не понимают. Вот в соседних деревьях там не всегда... Это не касается Я в Донецка и детстве читал. Луганска. Я Это не шучу. касается Донецка и Луганска. Это они Я так- тебе сразу сказал о том, что их риторика, она, то есть действия России, они основаны исключительно на военной силе, а пропагандистскую оболочку они могут менять за секунду. Сегодня украинские каратели, завтра украинские военные. Вчера, как они говорят, вежливые люди, сегодня российские военные. Вчера можно было купить в любом военторге российскую военную форму. Сегодня мы никогда не скрывали, что это российская армия. Просто это все к тому, что вот когда ты там находишься, мне иногда после этих пресс-конференций писали, вот Рома, что ж ты не спросил это, вот его надо было дожать там или еще что-то. Я просто хочу всем сказать, что, ребят, не важно, что они скажут, важно, что они сделают и как мы на это отреагируем. Если речь идет о использовании вооруженных сил Украины против вооруженных сил Российской Федерации, только вот это имеет значение. И в конечном итоге все сведется не к вопросу какого-то журналиста, а к действию конкретно взятого воинского подразделения. Понятно, Ром, не, ну смотри, дожать Путина, дожать человека, который отвечает вообще, что он может назвать черное белым, а белое зеленым, да, и все будут взять за аплодировать. Какой смысл вот дожимать, ты и так все у него узнал? Нет, так если он даже говорит о том, что вот мы отправляем людей решать военные вопросы, но он об этом всем но он и говорит то, что хочет говорить. Конечно. Да, он отвечает, ты не можешь заставить его говорить что-то, что он не хочет сказать. Не, да. ну, Владимир Путин, он же... Фараон, да. Ну, или царь, я не знаю, просто фараон это вроде не русское. Ну, Байден уже сказал, кто он. Я хочу сказать, что... первого не исключает второго. Кстати, всегда причем. Слушай, это предполагает второе. Первый предполагает второе. Смотри, ты очень верно сказал про... Нам следует наблюдать за их действиями и готовностью. Есть военная готовность, она присутствует. Это украинская разведка докладывает. Они знают, где стоят все эти дивизии, что там, кто там, чего там. Вот, они знают, кто в Донбассе воюет из русских генералов там и так далее. Есть информация о том, что сейчас и с белорусской территории как бы угрозы есть, да, и идут доклады нашей разведки о том, что и с той стороны, ну, как бы ситуация меняется и не в лучшую сторону, ну, связано с белорусской историей всей, да. Вот. Это военная сторона вопроса. И к ней как-то, я думаю, что мы готовы, и мы понимаем степень их технических возможностей военных, да, бомбить и наших сбивать, ну, как бы, да, вот. То, что они там говорят, мы там всех разбомбим, но они уже полгрузии разбомбили, 30 самолетов потеряли за 3 дня. Но дело не в этом даже. По-моему, 8. 8, да, ну, с вертолетами 18, что я не помню, короче. Ну, короче, не в этом дело. Дело в том, что вопрос моральной готовности, он, мне кажется, тоже важный. Понимаешь, одно дело, когда Сталин бросал людей воевать там и то за свою как бы родину, да, и то там сзади заградотряды стояли, да. Потому что, ну, просто армия бежала, не было мотивации такой. Сталинский режим вот так вот всех тоже достал. Ну, как бы жизнь за него отдавать вот просто так особо никто и не хотел. По крайней мере, первые годы, да. Добровольно. Да, там, ну, там за армиями сдавались просто, да. Он нашел свой ноу-хау, стрелять в спину своим, но это опять, это из другой оперы. Мы сейчас живем. Вот насколько, вопрос простой, хотят ли русские войны? Да, вот как Евтушенко написал. И насколько они ее хотят, и насколько им представляют себе ее цену, и насколько вот нынешнему России объявить, что завтра мы, вот, ну, это же не просто война, это же действительно горы трупов, это мобилизация, это ответные удары и так далее. Вот. Они хотят Украину на шару. На шару, да. Если совсем упростить. То есть удары все и нет. Ну, желательно, чтобы, я не знаю, Жириновский сказал, как бы, и Зеленский сразу побежал, как бы, президентский стандарт понес. Ну, тут вообще, кроме Зеленского, есть граждане. Это у них такое представление, наверное, да, что тут все за всех решает один человек. И достаточно его, как бы, там, как-то это главное непонимание Украины. Да. Ты понимаешь, вот эта вот тусовка политическая, околополитическая, они так много говорят о нашей стране, они сюда давно не ездят, и когда ты идешь по улицам Киева, и сказанное там, как бы экстраполируешь на землю, ты понимаешь, что, ну, это условно, как марсиане предполагают о том, как живут на Венере. Хотя на Венере климат не позволяет, как бы, для... Немножко венерическая атмосфера, да. Такая нездоровая. Вот, то есть то, что они там дискутируют, оно
Но это какая-то выдуманная картинка, какое-то там, не знаю, 18-е измерение, которое ничего не имеет Слушай, ты к знаешь, мне реальности. даже либеральные журналисты, но не будем сорить этими фамилиями, никому не нужны, говорят, что но Нет все, Украина... либералов по украинской Да, теме. Украина пропала, пришел к власти там Сидоров. Или там Украина пропала, 100 голосов получился это. Ну, я говорю, ну понятно, что вам может это больше нравится, мне может это больше нравится, меньше нравится, но я все-таки понимаю, что Украину нельзя как девку продать молодому барину, там, понимаешь, вот и там поменять на деревню соседнюю. То есть здесь как бы, ну не крепостные, то есть здесь нет такой модели управления, может кто-то и хотел бы, ну кто-то и хотел, да, чтобы пришел, сказал, я хозяин, так давайте ко мне тут у кассы, давайте мне деньги, я вам свою страну отдам. Ну так не работает здесь ничего. Ведь были попытки после смены власти в Украине договориться любой ценой, и действующая власть отказалась от этого, поняла, потому что есть масса людей, которые... Не согласятся с своим обнулением своей жизни, да, Я в принципе. скажу так, они за Украину готовы не умирать, а убивать. Это касается в целом. Вот когда ты спрашиваешь, как они относятся к украинскому вопросу, я тебе говорю, хотя хотят на шару. Почему вот я склоняюсь к тому, что они все-таки широкомасштабных каких-то боевых действий сейчас не будет. То есть будут снайперские эти обстрелы, будут жертвы, но глобально никаких изменений не будет под сегодняшнее статус-кво. Почему я прихожу к такому выводу? Потому что Украина — это как часть внутри российской политики, да, она в каких-то извращенных формах, но если они продвигаются вперед или пробуют продвигаться вперед, то в них будут стрелять. Я и русским говорю, что вы, если вы думаете, что я там какой-то радикальный человек, или я там не люблю жизнь, я вообще пацифист. Я вам всегда привожу пример. Вот если вы возьмете город Хабаровск, представляете, вот ваши соседи там приходят в ваш дом, объявляют Хабаровскую Народную Республику, поднимают красный флаг, такой вот. Похожий на флаг СССР. Да. Или на флаг Китая. Начинают говорить, мы защитим китайско-говорящее население. То как вы будете к ним относиться? Они говорят, это оккупанты, мы будем воевать. Ты сам об этом сказал? Ну, ты сам сказал. Поэтому, если вы думаете, что мы там какие-то, вы же братья, что ж вы нас стреляете? Нет, мы вам не братья, вы наши враги. И да, в этой стране, Украине, 30% населения почему-то считают, что это не Россия развязала конфликт в Крыму и на Донбассе, что России невыгодно продолжать эту войну. И я вот думаю, и есть, понимаешь, вот этот пласт общества у нас, ну и везде есть, которым любой аргумент, он не подходит. Вот они в Донецке, Луганске и в Крыму подняли российские флаги. Вроде бы уже это уже основание предположить, что что-то не так. Что, наверное, какой-то элемент российского участия здесь есть. Хотя вроде как очевидно. Потом ты смотришь, люди, которые там, они в российской военной форме, они с российским оружием, там российские рубли, там работают паспорт мой, да, военный билет. Только российские паспорта, только российские телеканалы, только российские учебники. А треть населения, чуть-чуть меньше, они думают, да нет, Россия это невыгодно, это не Россия замутила это все, и она не заинтересована. Эстония. И Путин говорит, да, мы туда отправляем оружие, боеприпасы, да, мы туда отправляем людей воевать. А Россия, нет, наверное, это все-таки... Неправильно понял. Да, неправильно. Произошла чудовищная ошибка, товарища. Какой самый дебильный вопрос про Россию тебе задавали? И, соответственно, самый дебильный вопрос про Украину. Ты же в каналах YouTube ты общаешься постоянно с людьми, как тамошними, так и тутошними. Вот. Мне, знаешь, вот в украинском обществе есть вот такая вот мысль, что с русскими можно договориться. Что я не знаю, там какой-то Порошенко недоделанный, Зеленский недоделанный, что вот они совершают какие-то ошибки, они не могут понять эту русскую душу. В общем, они продались там олигархам или Байдену.
вот это вот меня всегда так удивляло, потому что, казалось бы, ну, ребят, они же, вот нужно отдать должное нашим соседям, они свои мысли Не озвучивают скрывают, да. прямо. Не сдерживают чувств, я бы сказал. Абсолютно. Да. Они говорят о том, что нужно бомбить Харьков. Ну, там, для защиты русскоязычных, естественно. Я даже не знаю, сколько там украиноязычных в Харькове, но боюсь, что не все. И у них нет противоречий в этом. Они прямым текстом об этом говорят. Если об этом говорят на государственных российских каналах, и никому их морды не затыкают, значит, они говорят то, что требует говорить от Слушай, них они в власть. Грозном разбомбили всех. Этот город был на огромный процент, и не просто русскоязычный, а русским населен. Ну, городское население, я так понимаю, там в первый раз и было, в первую очередь, конечно, русским. конечно. Если, Они бомбили своих, вообще не сомневаясь. Это вообще просто вообще. Это был, кстати, главный вопрос. Тогда журналистика была более-менее свободной в России. Главный вопрос. Но понятно, что во Вторую войну уже чеченцев было не жалко. Уже перенастроили сознание, да, что вот чеченцы, как сейчас украинцы, бандеровцы, фашисты распинают, там, жрут детей, так тогда было так же. Просто ты чуть моложе меня, хотя не очень. Но там было такое, что первая война, все были на стороне чеченцев, все общественное мнение. Потом Путин устроил эти взрывы, и все уже стали, ну, этих чеченцев не жалко. Но как бы лес рубит, пушки, лес рубит, щепки летят. И своих не жалко оказалось. Как бы своих, ты понимаешь? Как бы своих. И да, гибнут, ну а что делать? А на земле-то они воевать не умеют, ты понимаешь? Они воевать-то умеют только одним способом. Ковровые бомбежки. Ну, знаешь, по поводу бомбежек, я вот всегда, опять же, им говорю, ребят, ну, вам там рассказывают, что у вас там новые самолеты. И действительно есть и новые самолеты. Сегодня один новый самолетик такой немножко повредился. Шина прокололась. Да. Знаешь, я не буду ерничать. Не, я не ерничаю. По той в новостях почитаю. Да, по той причине, что, да, экипаж сегодня погиб вместе с командиром полка. Ну, они военные, слушай, они шли риски, все вопрос с оружием в другом. И тем более русские. Что никто не будет в здравом уме говорить, что там у России нет военного потенциала, в том числе там в авиационной технике, в ракетной технике. Но они же, ну что, это же у них главная скрепа, поэтому в это деньги вкладываются. Просто я всегда, вот когда-то у меня был такой эфир на радиостанции «Говорит Москва», еще когда меня туда приглашали, и это было, по-моему, 18 или 17 год. Они говорят: Рома, ну что же за каратели, почему вы возле нашего Крыма проводите учения ПВО? А всегда же вот эта риторика была в таком ключе, что вот мы их, БНДР, мы там их будем, там, не знаю, бомбами освобождать. Я им говорю: ребят, ну мы же защищаемся, вы все прекрасно знаете, что мы защищаемся. Эти учения ПВО — это учения для ваших российских пилотов. Потому что если наступит момент, когда ваш президент отдаст приказ бомбить украинские города, о чем они сейчас говорят прямым текстом, абсолютно прямым текстом, то ваши самолеты будут сбивать, а когда на парашюте ваш пилот приземлится на главную площадь Одессы, его просто местные жители разорвут, и останется один шлем. И им это очень не нравилось, потому что они говорят, мол, что это, я говорю, страшные вещи. Ну, 2 шлема хорошо. Хотя на самом-то деле, мне кажется, это самый, ну, понимаешь, вот когда они там живут в этой, что Украины нет, бывшая Украина, там бывшая украинская армия, все это бывшее, они как бы посылают в общество посыл, что им будет легко. А мне кажется, что мы должны им наоборот сказать, что, ребят, лучше нас не трогать и думать о деоккупации. И после деоккупации мы берем секундомер, засекаем 2 поколения, и через 2 поколения начинаем с вами вести какой-то диалог. Да за что вы нас так не любите? Но вот это вот как Это раз... самый частый вопрос, который ты слышишь, наверное, дебильный про Украину, да? За что вы нас так не любите? Не, ну я, знаешь, не сторонник вот этих подходов, что во всех наших там, у нас же тоже глупостей много, как бы, которые не поддаются здравому смыслу. Я не сторонник во всем винить агентов Кремля там, или Путина. Но в части войны и мира тут никаких полутонов быть не может.
Знаешь, как сказал недавно цитату, прочитал на сайте ЛБ.ua или Выберег. У Сони Кошкиной, кажется, вышел интервью с Исаакаевым. Исаакаев, крымский татарин, Хрымлы, который воевал вот, командир батальона Крым. С 14 год там все дела, Савур могила, все такое. Да, ну, люди серьезно воевали. Прямо в пекло попали сразу. Ну, все это знают этого человека. Вот, и он сказал фразу, которую очень прям крылатой можно сделать. Вести дипломатические переговоры с русскими можно только сначала, разбив им морду в кровь. Ну, сформулировано очень четко. Да? Потому что ты не можешь с ними, если ты не демонстрируешь, ну, не знаю, готовность воевать, никаких переговоров не будет. Поэтому я... А давай перейдем на ментальный уровень. Вот смотри, у меня есть такой великий собеседник и старший товарищ и друг Лось Подеревянский. Ты с ним тоже знаком, по-моему. Я Лося Подеревянского помню со своего детства, но лично мы не знакомы. Я вырос на ваших песнях. Вот примерно так. Вот, я познакомлю обязательно. Сейчас корона чуть ослабнет, ты приедешь по-нормальному и все. И он мне сказал, ты понимаешь, вот это вот непонимание россиян, оно действительно это такая ментальная тоже болезнь украинская, непонимание их. О них, ну, украинцы вообще добрые, да? И к своим предателям добрые, в принципе, тут никто не покаран, тут все время гибли только патриоты. И он, короче, говорит, ты понимаешь, как можно иметь дело с людьми, которые, напившись, спрашивают, уважаешь ли ты меня? Но если человек не уверен, что он уважаемый, если он себя не уважает сам, да, вот, и когда самая большая обида, ты даже представь, это атомная война, если вот сидишь, допустим, ты вопрос странный, потому что если у тебя сомнения, то зачем ты проводишь это человеком время? Представь себе вопрос, да, у тебя внимание, ты меня уважаешь, такой, нет. Ну а дальше потом сводки полиции на тему там расчленения Новгорода и всякого такого. Что ментально тебя... Вот что бы я хотел рассказать украинцам про ментальность россиян? Ну, надо же понимать человеческий материал, с которым мы имеем дело вот в этой войне. Ты знаешь, я никогда не против одного народа не про этнические вещи вообще не использовал бы какие-то там, знаешь, клише. Мы про народ. Россия как государство — это такой плавильный котел, там разные настроения, есть масса людей до сих пор с такими же взглядами на жизнь, как у тебя. Их вполне... Ты их всех знаешь, я думаю. Я думаю, что их значительно больше, просто 99% они, ну, как бы это, во внутренней миграции. Потому как, ну, действительно, те, кто там против войны, они ничего сделать не могут. Ну, правда. Ну, только в тюрьму сесть, да. По сути, да. И сам, я говорю, не выходить. Ну, реально, уже момент упущен. Все. Смысл. Ну, и кто-то скажет, там, это небольшой процент людей, ну, если мы там мерим, как бы, там, Москва, и там первые митинги антивоенные, там, по 150 тысяч человек, это, ну, в принципе, это говорит о том, что все согласны. Но есть, как бы, эти отщепенцы-маргиналы. Поэтому... Всех этих 100 человек мы знаем и любим. Давай про остальное вот общество. Я говорю всегда об общественных стандартах. Вот о том, как они... Общественное мнение такое. Я думаю, коллективное бессознательное. Мне кажется, это слово равнодушие можно описать. В принципе, такое равнодушие, пофигизм ко всему. И этот пофигизм, когда он, ну, всем пофиг на всех с детства. Друг на друга тоже? Ну, да, ну, слушай... Не, на Украину пофиг, понятно. Они спрашивают, ну что, у нас война до сих пор? Многие же даже либералы говорят. Там, да. И этот пофигизм, он накапливается там с каких-то там... С первой чекушки. В маленьких, первого глотка боярышника. В маленьких городах. И приводит к тому, что им настолько пофиг, в том числе на свою жизнь, что они могут поехать по велению Родины добровольно, да, оксиморон какой-то, поехать на войну. Ты знаешь, кстати, вот в истории крымских татар, который академик питерский Валерий Возгрин написал, он описывает такую вещь, как мотивации русских, которые шли на Крымскую войну. Она ничем не отличается от ДНР и ЛНР. Ничем. Ну, только тогда единственное, кредитов на холодильнике не давали.
Холодильников не было. А так там такая же самая история. Ну, это же нормально Ну, то пойти есть пограбить, это поубивать. грабеж и Да. А безнаказанное если тебя действие. убьют, а меня-то за что? Ну да. Почему нас так не любите? Мне кажется, мы должны дипломатично, не используя какую-то а, лексику, хотя иногда так доходит, конечно, лучше объяснять, что лучше нас не трогать. Я им стараюсь просто донести мысль, что мы потомки великих укров, кто-то смеется. Которые выкопали Черное море. И если будете себя так вести, если мы море выкопали, то для того, чтобы избавиться от вас, 2 метра мы тоже сможем выкопать. И мне всегда, знаешь, самому страшно вот эти вот разговоры о войне. Потому что это же не только слова. За этим всегда идет действие. И вот смотри, Донбасс, сколько там, 4 миллиона беженцев, в Россию половину уехало, половину в Украине, из, казалось бы, когда-то богатого региона. Но вот это действие. И очередная чудовищная ошибка. Должен быть цветущий сад, Россия пришла, камни с неба, родная гавань. Но тут те, кто сомневается по этому поводу, тут очень важно просто уяснить, что то, что говорят в русском телевизоре и в реалиях на Земле, очень часто бывает, что совпадений 0. Есть такой анекдот, я очень люблю. Он вроде бытовой, но он про все. В театре премьера, ну и после спектакля выпивает труппа, и только 2 актеров не позвали. Значит, это старый комик и старый трагик. Сидят они, там окна, там тени мелькают, кто-то целуется на подоконнике, там музыка звучит там из какого-то там магнитофона, там комета. Они сидят на чекушке на лавочке, там да, голос наливает, и такой трагик сидит и говорит: не пригласили, забыли, и плачет. Комик такой наливает, сидит: не пригласили, помнят. Тебя не зовут больше на российский канал? Ну, как-то что-то случилось. Я делаю вывод, что им стало не нравиться, что вот такие люди, как я, казалось бы, с 2014 года сколько времени прошло, все помнят. Вот я помню все. Что ты напоминаешь им, не понравилось? Я помню и 20 февраля 2014 года, дата на медали Министерства обороны. Я помню всю хронологию событий. И я в контексте вопросов Украина-Россия их называю везде одинаково. Русскими или российскими оккупантами. Кем они являются для нашей страны. И, по-моему, они посчитали, что что же такое, как бы. Ну, за что вы нас так любите? Ну, сколько можно повторять одно и то же? Давайте лучше расскажите. Все-таки, братья, ну где же конструктив? Да. Где конструктив? Да. Давайте поговорим, как ваш Зеленский, Порошенко или кто-то другой опозорился. Как они не могут договориться с Путиным? Какая у вас слабая власть? Ты же отказываешься комментировать нашу власть в любых этих самых Ну, я нет, ну почему? Я свободный человек, я могу говорить, просто, понимаешь, в ситуации, когда все перевернуто вверх дном, я прекрасно осознаю степень или уровень дебилизма у нас в стране и при принятии государственных решений. Просто есть места, где твои слова могут быть использованы исключительно как подтверждение того, что Украина во вред тебе и твоей... Украина обязательно распадется. Ну, вот она вот уже распадается, сколько вот у нас уже ее нет. 8-й год ее нету, или как они там говорили, бывшая Украина. Я потом хочу тебя про внутренние дела спросить. Интересно, как они выглядят твоими глазами. А сейчас хочу задать один вопрос. Это твой, называется, канал в YouTube, имеет название не только в YouTube, а везде. Это до ТикТока уже добрался, уже старый хрен. Называется, я тоже, извините. Вот. Я не старый. Ты не хрен. Хрен редкий не слаще. Вот, короче, называем вещи своими именами, да? Это блестяще абсолютно. Ну, это лозунг моего YouTube-канала, который называется «Роман Самолюк». Да, очень ну и мне эта оригинально. фраза сама по себе нравится, на самом деле, тоже. И все СМИ должны иметь, как раньше пролетарии всех стран, объединяйтесь, должны все так, называем вещи своими именами, ну или можно по английскому варианте вот это
I do. Байден, да. Ну, можно еще и так, да. Вот, значит, скажи мне, кроме канала АТР, ты действительно без шуток, ты у нас постоянный гость, эксперт, то есть я знаю, кого спрашивать про Россию. Я точно это знаю, и я знаю, что мне интересно у тебя спрашивать, потому что я там давно уже не был. Вот. А тебе с украинских каналов часто звонят? Или откуда-то? Да, Может, из администрации президента, из офиса звонят? Из политических партий звонят? На самом-то деле из офиса президента тоже звонили. Я не буду говорить, кто, но вопросы, которые были подняты, я на все у нас... Именно по экспертным делам, да? Я не буду вдаваться в подробности. Дело в чем? Когда касается, во-первых, у нас неизбирательная кампания, во-вторых, у нас одна страна и один президент. И когда мы на эту ситуацию смотрим, я смотрю исключительно через эту призму, меня вообще фамилии руководства не особо интересует. То есть то, что я могу сделать, я всегда сделаю. А почему звонит? Канал Прямой мне звонит, Эспрессо, там, Апостроф ТВ. Если у меня есть время... Ну, то есть интерес к тебе, как эксперту... Это очень хорошо, это очень Нет, хорошо. у меня, понимаешь, в данном случае я всегда открыт, но у меня, как ты сказал, старый хрен. У меня просто очень, какой-то опыт есть этот медийный. И самое главное, есть свой YouTube-канал. Если вот мне хочется что-то сказать миру, пожалуйста, берешь мобильный телефон, и ты через час твои мысли, они абсолютно публичные. Просто, видишь, время чуть-чуть изменилось, и, скажем так, вот... У каждого свое телевидение, может быть. По сути, да. То есть... я не про то, что про твою жажду славы, понятно, и не про их. Я про то, что меня интересовал другой вопрос. Насколько востребован в Украине и кем настоящее видение России? Потому что то, что я тут читаю про Россию, ты меня извини, да? Путин завтра умрет. Нет, он уже умер. Это двойники, тройники, четверники. Значит, он болен. Посмотрите на его вену. У него отваливается голова. Значит, у него трясутся руки. Завтра там и все такое прочее. Я это не могу воспринимать, но это отравляет медийную атмосферу здесь, расслабляет. Понимаешь, до чего приводит, да? Возможно, это отчасти некоторая российская технология, которая направлена на следующее. Оно используется как внутри России, так и здесь. Не надо бороться. Не выходите на митинг за этого Навального, потому что зачем на него выходить? Потому что Путин и так завтра отойдет в отдел или еще что-то. Да, То есть это такая технологическая штука. Есть люди, которые постоянно эти тезисы запускают. Что касается украинских СМИ, мы же тоже понимаем, у нас очень часто то, что называется кликбейтерство, оно берет верх, потому что шок, Путин завтра, я не знаю, там придется модернизировать мавзолей. На такое люди любят нажать, посмотреть, как бы это приятно кому-то слышать, или наоборот неприятно. Но смысл в том, что это не имеет ничего общего с реальностью. Это тоже нужно понимать. Но я все-таки, в теории исхожу из того, что тот, кто принимает решение, он на такие заголовки не реагирует. И в нашем случае нужно исходить не из фамилии президента Российской Федерации и его состояния здоровья, а из того, что... Насколько ты сам адекватен. Это первое. И второе, что российская угроза для Украины, она экзистенциальна. И она никуда не денется. Даже в случае смены власти в России. Я всегда мечтал выучить это слово, которое я, по-моему, какой-то тезис, какой-то лишнее ты учил, звук да, согласись, ты учил это слово. Не часто, давно его учил. Так часто его читал когда-то, да. Попробовал первый раз сказать. Мне еще нравится инфернальное зло. Мне нравится очень красивые слова такие. Они все заимствованы в русском языке, потому что, на самом деле, если вы брать заимствованные слова из русского языка, то останется ровно 3 буквы, от 3 до 5 букв, и несколько ясных слов, некоторые из которых мы увидели на стенах офиса президента Украины не далее как... когда это было? Несколько дней назад, до 20-го, до 21-го. Как события вокруг офиса президента видится тебе,
человеку, который смотрит это все равно. У тебя уникальный взгляд. Мне кажется, Со стороны. я понимаю, что это топ-новость для нашей Ну, страны. потому что нельзя не спросить про это, извини. Но вес этого события вот в глобальном раскладе, в котором мы находимся, он ничтожен. Мгм. Если касается разрисованных стен, ну, мне я это не поддерживаю. Я вообще считаю, у нас уже велике будівництво, а не велике малювання или розмалювання сейчас в стране проходит. Поэтому мысли свои можно высказывать по-разному. Хотя, опять же, от того, что нарисовали какие-то знаки на стенах, понимаешь, вот это и есть технология. Почему я считаю, что тут что-то не Слушай, совсем... ну вот предположим... Нет, Да, дело в пожалуйста. том, что люди пришли с тезисом волю Стерненка, справедливость для Стерненка, справедливость для всех, а теперь все обсуждают стены. Вот когда, понимаешь, И обсуждают поэтому не форму, а не суть обсуждают. Поэтому я и говорю о том, что ну, со стороны кажется, что это наш вот этот вот внутри украинский политический пассианс, где каждый там пытается как-то подвинуть историю с политзаключенными. Это ужас для нашей страны. Или Блядь, даже такое слово, да? Ну, я... Дух, на самом деле. Но мы-то, для нас политзаключенные всегда кто были и есть, да? Или, скажем так, это Крым, это Донбасс. когда мы говорим о Антоненко, о Стерненко, никто же не говорит о том, что они какие-то особенные, для них распространяется индульгенция. Никто этого не говорит. Просто, ребят, если даже глава МВД говорит о том, что решение принято под политическим каким-то воздействием в части Сергея, но, по-моему, мы все-таки не на правильном пути в данном еще истории. вопрос, да, вот это ключевой момент, это главная проблема украинской политической жизни. Мне кажется, это все-таки элемент постсовка, ну, так или иначе. Очень любим мы все обсуждать форму и очень не любим обсуждать смысл. Потому что если обсуждаешь смысл, надо решение принимать. Конечно. Да? А форму обсуждать можно бесконечно. Что написали, там написали, выбил специально, хотел проникнуть, не хотел проникнуть, там, поджег он герб или поджег не герб, да? Вот, а хотел осквернить, хотел осквернить. Ребят, а если бы вот на этой стене было написано «Судова реформа», вимагаємо негайно, вчора, да? Мне кажется, это было більш доречно. Ну, той же краски стоит ремонт якобы столько же, понимаешь? Факт остается факт. Я просто привел пример к тому, что я думаю, суть обсуждать совсем другое дело вообще. Это вопрос краски, вопрос уходит на второй план. Отходит на второй план. Я сказал, что я против любых вот этих вот то, что идет в противоположную сторону от великого будівництва, то есть, но факт остается фактом, что вопрос не решен. Ну, запрос общества, на этом Зеленский выиграл выборы. Он обещал людям справедливость, которая базируется на судебной реформе. Он этого не сделал. Это не сделал Петр Алексеевич, проиграл выборы. Зеленский хочет на второй срок. Внимание, что должно быть? Вопрос. Как вы себе это представляете? Если все останется так, как сейчас, людей, у которых и остается рейтинг, и так далее, и есть амбиции, вперед, тут вы не сможете пропетлять по этому пути. И сколько угодно можно разбить окон, с чего я не поддерживаю, или нарисовать слово из 3 букв на стенах, но это все ремонтируется и моется. А люди сидят в тюрьме. Там, где судебная реформа, и это ж не только люди в тюрьме, это отсутствие условий для ведения бизнеса, это отсутствие инвестиций. Это судебная реформа — это база всего. Конечно, это отъем денег, которые сюда кто-то привез. И это бедная страна. Это бедная страна, это недостаточно вооруженная армия, это всегда эти орки за поребриком, которые будут рассматривать, как бы в спальне Зеленского повесить триколор, где бы он ни жил. И не только его. И не только спальня. Вот. И не только Зеленского. Да-да-да. И да, опять же, может, я как-то так ерничаю, но я говорю абсолютно серьезно. Потому что
логическая связь, она проста. И я не хочу, чтобы все свелось только к тому, что мы говорим, можно ли рисовать на стенах или нет. Есть масса способов коммуникации. Если приходит под офис президента не первый раз такое большое количество людей, то, наверное, представитель власти должен прийти и сказать: ребята, но вы знаете, у нас президент, во-первых, он не комментирует судебные решения, но он гарантирует вам справедливое разбирательство. Сам президент мог бы выступить. Вариантов очень много. Да. Но когда получается, что одна сторона, то есть офис, они делают вид, что ничего не происходит, а потом возмущаются, что написали слово из 3 букв на табличке. Но как бы... Если не то немножко слово, которое некоторые могут понять. Да, если вы сделали в своих головах монтаж и не помните все, что было перед этим, понимаешь, это политика и жизнь, это нельзя, вот тут, мы тут чуть-чуть отрезали и вычленили, и давайте только об этом говорить. Меня такой подход не устраивает. Смотри, вот опять же, да, вот это слово политзаключенные, которое меня трясет в отношении Украины, да, что в Украине появились политзаключенные. Об этом говорят многие люди, там, адвокаты и так далее, и так далее. Это звучит уже и в мире начинает звучать. Думаешь, никто про нас не пишет? Да пишут, вот. И это потом, значит, сейчас берут людей, один, ну, как подозревается, выбил эти стекла, 2 стекла, вот эти 2 двери, по-моему, да, еще и кто-то один из организаторов. Значит, вот тот, кто выбил 2 стекла, он человек, который 6 лет отвоевал, который был ранен, который кучу там людей спас, насколько я понял, и сам чудом выжил, да. Вот, и я понимаю, там, бить стекла нельзя, там, ну, окей, это ущерб имуществу, да, там. Это ущерб имуществу, то ущерб имуществу, не будем суммы обсуждать, говорят сначала 2 миллиона, потом 300 тысяч, ну, окей, да. Это... Торг уместен? Торг уместен, да, торг уместен. Это, как, знаешь, как говорю, вот, профессионал своего дела никогда не перепутает 5 бутылок с водки с одной, да, вот, ну, как бы тут не бывает таких зазоров, да, вот, ну, вот, ладно, ничего это не обсуждаем, там сколько ремонт стоит, профессионалы с разных точек зрения смотрят на одни и те же купюры. Меня другое, вот им говорят опять, что им угрожает срок от 3 до 7 лет, и я так думаю, значит... За разбитое стекло? За разбитое стекло, да, причем смотри, жертв нет, раненых нет, капля крови не пролилась. Ничего, но пока по факту есть только повреждение имущества, да, которое просто оценит сумму. Да, допустим, хулиганские действия, но есть административный кодекс, да, но жертв нет. Но когда есть убитый, суд все равно будет по уголовной статье. Ты понимаешь, да? В любом случае, вот дело Стерненко, там есть труп. Суд будет все равно по уголовной статье. Но здесь совсем не все равно. Здесь действительно нет жертв, здесь действительно никто не умер, там, не сломали ногу, руку, палец, там, я не знаю. Ну к чему так дратовать общество? Ну к чему? Я вот это понять никак не могу. Собственно, как раз и подвожу это к тому, что вот мне бы хотелось сказать: ребята, в офисе президента, наши дорогие там пиарщики и, очевидно, очень умные люди, вы делаете просто одну колоссальную ошибку. Вы всю вот эту вот безумную энергию украинского общества вы, направляете внутрь, в том числе направляете в себя. И кто вам сказал, что эта энергия вас не сметет? Хотя, по сути, если так разобраться, это что, власть президента зависит от того, будут ли сидеть какие-то люди в тюрьме или не будут, без особых доказательств. Нет же, ну, если мы говорим про дело Шеремета, время идет, люди в тюрьме, а доказательств общество нет. ни в чем не убеждено, скажем так. Конечно. Да, а если речь идет о таких резонансных делах, то вы не можете просто назначить виноватых. И Украина не Россия. У нас так это не пройдет. Ну, я, конечно, обязательно про Крым. Крымская платформа. Вчера тут Климкин сидел на твоем месте. Он говорит, ну, идеи совершенно правильные, тут вопросов нет и ни к Зеленскому, ни к Кулебе, там, ни к кому, да. Все правильно, так и надо, да. А с другой стороны, он сказал, что не надо как бы считать это панацеей или средством освобождения Крыма, возвращения Крыма, да. Но это не это средство напоминать о Крыме, да, и способствовать этому санкциям, там, каким-то вопросам. Да. Сложно не согласиться. Да, да. Ну, как бы, с Климкина я слушал, можешь посмотреть, эфир такой интересный был очень, да. Вот. И на фоне этого происходит такая деморализация общества, особенно нашего народа крымско-татарского,
что просто передать невозможно, потому что мы же в связи находимся с людьми, люди звонят, тут мне и плакали в эфире, тут женщины и так далее, и так далее. Что происходит, на твой взгляд, с этой чумовой совершенно ситуацией, когда уже радио отключено,